Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, анимации, фотографии, музыки, театра. Иррациональным подмурком советской культуры была готика. Подождите. Социалистический реализм, борьба хорошего с лучшим. И готика с мистикой, с религиозными мотивами. Готика – гэта тое, што ляжыць у падвалінах беларускае кіно, што прасякае гэта беларускае кіно вельмі моцна. Последние 10 лет жанр хоррор – это самый популярный и продаваемый и смотрибельный жанр вообще в мире. А у нас же в белорусском кино сказки были с этими хотя бы внешними проявлениями готическими. У нас готика выступае под выглядом романтизма. Нет, романтизм поглотил готику в белорусском кино. Нет, у беларускім кіно готика паглынула романтизм. Ну-ка. Караткевич у нас не романтик, ён готик. Добрый день, мы продолжаем подкасты «Поставили, сняли». Это я, Ирина Демьянова, режиссер, сценарист, преподаватель Андрей Кудиненко. В этом сезоне мы начинали знакомить своих слушателей с особенностями некоторых кинематографических профессий. Говорили с художниками-постановщиками, говорили с звукорежиссерами, и Андрей предложил поговорить с кинокритиками. Ну, окей. Предложил и решили, что да, будем разговаривать. Решили пригласить Андрея Росинского. Здравствуйте, Андрей. День добрый. Здравствуй, Андрей. Спасибо, что вы к нам пришли. Давайте мы сначала немножко про вас узнаем. У вас высшее образование в какой сфере? У меня две высшейшие адукации. Первая адукация – это адукация физиологичная, другая адукация агульногуманітарная, культуразнаўства. А физиологичная поподробнее? Это Московский державный университет физиологии высшей нервовой деятельности, а потом адукация в сфере культуразнаўства. Я ніколі не працаваў як фізіолог. Но высшая нервная деятельность, это так звучит, между прочим. Ну да, операции рабіў пацукам, вставляў электроды. Ужас! Ну а что такое? Побачить готику. У меня бабуля пераказывала гісторыі гатычныя. Она была, я вам расскажу, она была... Ведьмой? Нет, яна працавала в доме кино билетёркай і гардеробе. І яна в дзяцінстве мне пераказывала фильмы, якія яна там бачыла. Напрыклад, я не хотел есть, она мне рассказывает, вот, что космичный статок приземлился на невядомой планете, и там, значит, причепилась некая пачвара до твара, и гэтую пачвару стали здымать не могли, там кислиня полилася. Я слухал это. Что же за фильм? А это «Чужие», які показывали. И это показывали в доме кино, она это потом не пераказывала. И это было страшнее, чем когда я поглядел фильм. И когда мы вас приглашали поговорить, мы надеялись, что мы, во всяком случае, мы рассчитывали, что мы будем говорить о современном кино. Про то, как человек со стороны видит этот процесс, оценивает какие-то фильмы. А вы предложили поговорить о готических мотивах в кино, более того, в кино белорусском, и более того, начать с немых фильмов, которые были сняты в Ленинграде еще в 30-е годы. Менавіта так. Вот теперь объясните нам, почему. На мою думку, готика – гэта тое, што ляжыць у падвалінах беларускае кіно, што прасякае гэта беларускае кіно вельмі моцна і што з'яўляецца вельмі важным падмуркам беларускай культуры. Давайте, я прошу прощения, перебью. Давайте сначала хотя бы два определения готики, готическому стилю. Стиль, который возникает в XII столетии, который очень ярко проявился в архитектуре. Я говорю, что у нас на территории Беларуси есть только неоготические храмы. Нет. Вы сказали, есть готические. Да. Расскажите. Да, у нас есть гатычная архитектура, у Ішкаладзе, напрыклад. У нас, конечно, не так шмат гатычнай архитектуры, але яна ёсць. Але я хотел бы засяродзіцца не на архитектуры, а на гісторыях, павязаных з гэтай архитектурай. Справа в том, что в 18 стагоддзі з'явіўся асобы тып романа, дзень якога разгортваецца в гатычнай прасторы старых закінутых будынкаў, закінутых замкаў,
замкаў, занядбаныя сядзібы, могілкі і гэтак далей. Гэта гісторыі прасякнуты страхам, жахам і всялякімі кашмарамі. Это внешняя сторона дела. Да. Подвалы, лабиринты, да, подвалы, лабиринты, готические храмы эти высокие, да, как будто кружевные. Да. Все гэта прысутнічала ў гэтых романах 18 стагоддзі. Гэта пачалося з Уолпола «Замок Отранто», потым да гэтага долучылася Энн Ратклифф. Хорас Олпер, сын английского премьер-министра, в середине XVIII века построил замок в готическом стиле, собрал богатую коллекцию картин, организовал типографию и стал писать готические романы. Энн Ратклифф родилась в 1764-м. Замужем в свободное время занялась литературой и за 7 лет написала все свои 20 книжек. Легенда гласит, сама до смерти боялась собственных сюжетов. Ею зачитывались маркиз де Сад, Эдгар По, а в кино один из мастеров остросюжетных фильмов Роберт Сёдмак. Он начинал еще в немом периоде и завершил карьеру в 69-м. Потым гэта скрысталь романтыкі і вось гэтай гатычнай гісторыі яны былі вельмі папулярны в 19 стагоддзі. Пад канец 19 стагоддзя з'явіліся творы кшталту Дракулы і Франкенштейн яшчэ раней з'явіўся. Да? Ну і в кінематографе гэта адразу было акцэптавана. Тыповыя прыклады гатычнай гісторыі гэта Франкенштайн, невеста Франкенштайна, стары цёмны дом, безумоўна Дракула, спіральная лесвіца Роберта Сёдмака, ну и так далее. И готика – это история, где отбывается выпробование невинности проклятой просторой. Давайте сначала про содержание. Про что эти романы, про что эта литература и эти сюжеты, которые, как я понимаю, иногда напрямую перекочевывают в кино. Сначала в литературу более позднюю, может быть, 20 века, забегая вперед, скажем, что это, конечно, Владимир Короткевич, да? Да. А потом и в кино, в первую очередь, благодаря экранизациям именно Владимира Короткевича, если мы говорим про белорусское кино. Да. Это мистика, это ужасы, это родовые проклятия. Да. Гэта містыка, гэта кашмары, гэта радавыя праклёны. Але, дарэчы, не заўжды гэтая містыка будзе мець вот такое звышнатуральнае тлумачэнне. Напрыклад, у Анны Ратклифф там всякие... Подождите, отсюда объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, чтобы мы понимали. Да, ёсць нейкі замкнёны страшны палац, дзе быццам бы нейкія маюцца нейкія радавыя праклёны і нейкі дзіўныя падзеі адбываюцца. Тлумачэнне, врэшце рэшт, можа быць абсалютна рацыянальнае, як у Анны Ратклифф. А именно? Ну, вось, што гэта справа рук чалавечых, а не прывіды нейкія. Да. А в готических сюжетах всегда рядом дьявол, да, рядом какая-то нечистая сила. Да. Ёсць яшчэ тое, што можна было назваць нечыстымі звязамі, нечыстымі саюзамі. Прысутнічаюць постаці, якія аб'яднаныя там воскрешеннем памерлых, нейкімі бандыцкімі такімі, нейкімі страшнымі такімі змовамі, ненавісцю і гэтак далей. Катаванні всялякія адбываюцца, смерці, нейкія такія інцэсты, нават так. Ну, это ужас. Теперь объясните, почему вы предложили поговорить об этом. Это модная сегодня история. Это история, которая сегодня интересует молодых. Вот как бы готы, да, современные и одежды соответствующие. Это связанные вещи? Ну, это как бы працягваць гэтай гатычнай эстэтыцы в субкультурных элементах. А она сегодня работает? Ну, я, можно, вступлю, скажу, что, во-первых, последние 10 лет жанр хоррор – это самый популярный и продаваемый, и смотрибельный жанр вообще в мире. То есть это последние 10 лет точно. И плюс еще кино, оно работает на страстях и на каких-то сильных эмоциях. А самая сильная эмоция – это страх. Страх смерти. И в первую очередь, ну, с этим связано, что вот и изначально все фильмы там и от немого кинематографа шли, конечно, и немецкий весь экспрессионизм построен на страхах, и голливудский кинематограф, триллер, страх, детектив тоже использует, и хоррор. Ну, это всегда будет и всегда будет работать. Да, вось гэта гатычная эстэтыка, яна не абавязкова звязана з палацамі. То есть там можа быць у якасці гэтай гатычнай прасторы, праклятай прасторы, это может быть психиатричный шпіталь, гэта может быть турма, лабірынты всялякія, гарадскія лабірынты всялякія. І гэта, як правіла, замкнёная прастора, з якой вы можете рухацца альбо вверх, альбо вниз. Але вы не можете выскочить
выходзячаць з гэтай прасторы, вы ў ёй увязнены. І гэта характэрна для готыкі таксама. Но это опять мы вернулись к некоторым определениям или описаниям, ну, даже не столько локации, сколько визуального решения фильма. Так, і візуальнага, і нарацыйнага, потому что как бы нарацыя часам будуецца просто як такі лабірынт, як некая... Ну, тут даже и мировоззренческий, я бы сказал бы. Тут взгляд вообще на мир. Вот готическое сознание – это сознание некого человека, который находится в какой-то безопасности, но мир вокруг злой. Ну, то есть это такое религиозное сознание, с одной стороны. Да, религиозное в обязательном порядке. Да. И, ну, и вот таких вот каких-то обществ, может быть, закрытых, провинциальных, маргінальных даже, можна сказать. Тут яшчэ ёсць такі канфесійны складнік готыкі вельмі моцны. Справа ў тым, што готыка гэта твор, які будуецца на сутыкненні і на кантрасце розных канфесій. То есть спачатку пачынальніцы готыкі гэта англічане, яны пісалі гісторыі пра католікаў. Да? У Беларусі, напрыклад, у нас таксама аўтары, якія пісалі творы максімальна набліжаныя да гатычных, это православный Короткевич альбо Змітрок Бядуля Габры. И там вот эти готычные элементы максимальной степени проявляются. Уж коль скоро мы вспомнили еще раз Короткевича. Если мы пересказываем сюжет, или, во всяком случае, как бы рассказываем о каких-то основных сюжетных линиях, да, то сразу вспоминаем и «Дикую охоту», да, и «Черный замок». Да. Давайте чуть-чуть про эти фильмы поговорим. Ну, вось гэта тыповы прыклад менавіта гатычнай эстэтыкі. Ёсць палац. І там. Да, і там мы маем палац. Мы маем невіннасць, галоўная гераиня. Есть... Подождите, а в «Черном замке»? С невинностью посложнее. Да, там по складании, там гістарычна вось... Восстановление справедливости все равно. Да, там трэба было доказать, что кто там был, что гістарычна там были невинные герои, якіх вот гэты злы князь там замураваў. Вось. А в «Дикім паляванні», да, ёсць радавы праклён, там цэлы набор гэтых легендаў. Там ёсць нечыстыя звязы, гэтае дзікае паляванне, арганізаванае злымі сіламі. Ёсць невінная гераіня, якую выратоўвае галоўны герой. Ну, да, безумоўна. І прасякнута всё кашмарамі, страхам, загадкамі, містыкай і гэтак далей. У «Чорным замку» там паскладаней сітуацыя. Там мы маем ввогуле некалькі таких часовых пластоў, большым два гэтых часовых пласта. Дарэчы, гэта вельмі характэрна таксама для готыкі. І мы таксама маем праклён, таму што там ёсць пракляты род, які вот з пакалення ў пакаленне вот працягвае гэтай злыя свае справы. І ёсць ввогуле галюцынацыі галоўнага героя, які, калі мы возьмем фільм «Птушука», напрыклад, яны зробленыя вельмі падобна на тое, што было ў італьянскіх карцінах Джайла. Такі крывава-жоўтыя карціны з эстэтызаваным гвалтам і з далекімі такімі страшнымі элементамі. Гэты Джайлы, яны выраслі з італьянскай готыкі, з італьянскіх гатычных фільмаў. Джайлы в переводе с итальянского «желтый». Под такой обложкой выходили детективы. По ним снимались экранизации, фильмы ужасов с примесью триллера и эротики. Считается, что и «Синий бархат» Дэвида Линча, и «Основной инстинкт» Пола Верховена именно в джалле обнаруживают свои корни. І вось гэта все прысутнічае ў беларускім кіно, вот гэтых элементах, таких дзіўных, галлюцынаторных, таких і лабірынтавых. То есть там гэтыя гатычныя элементы прысутнічаюць вельмі ясна, вельмі Хорошо, вельмі но выразна. Это кино конца 20 века, да, 80-е годы прошлого века. Да. Вы же отсылаете нас и к немым фильмам белорусским. Да. Фильмом Тарича. Юрия Тарича, Да. давайте заодно скажем два слова, что это режиссер, который, собственно говоря, один из начинал белорусское кино, начинал его в Ленинграде, где был Белгоскино, студия существовала. Первый его фильм «Лесная быль». Ну, там якраз гатычныя элементы практычна адсутнічаюць, але адзін момант ёсць, гэта адна з цэнтральных сцэн, гэта сцэна пакарання смерцю. Ну, вот такое смакаванне смерці, гэта характэрна для готыкі. Але вось іншая карціна, да заўтра, там гатычных элементаў куды больш
шмат, дзеянне адбываецца в заходняй Беларусі, беларускай гімназіі, інтэрнаце. Ёсць замкнёная адчужаная прастора, ёсць сквапная нечыстая на раку злая дырэктарка, якая здзекваецца з падлеткаў. А юрлівыя чыноўнікі чапляюцца да дзяўчынак. Гераіня стужкі Ліза, яна дапамагае сябру Юзэпу з нелегальнай савецкай літаратурай, но калі яе выганяе з гімназіі, трапляе на працу да набожной пани Пухальской. Вот. И показали, что... В мясную лавку. Да, мясная лавка. Которая там с таким смаком снята. Есть такая нечистая семейка, насамрэч. Пани Пухальская такая показально набожная, а ейный муж там быццам бы там князь. Не против. И он спрабуе вуголь сгвалтаваць галоўную прокоммунистичную героиню. И яна его забивая, обороняючись. То есть вот невинность... Попадает под суд, в тюрьму и так далее. Да. И это вельми показательная такая абсолютно готычная история. Подождите, давайте сначала восстановим справедливость и скажем, что на этом фильме работал, кроме Тарича, еще и режиссер Иосиф Бахар, которого потом в 1937 году арестовали, понятно, чем закончилась его жизнь. Но вспомнить его, мне кажется, будет справедливо. Да. Это первое. И второе, давайте дадим хоть какие-то оценки художественным качествам этого фильма. Как он снят, какие там совершенно потрясающие яркие типажи. Там по актерским работам, мне кажется, это очень любопытно сделано. И это прыклад советского авангарду. Выдатный прыклад в белорусском кино советского авангарду, где выкарыстоўваецца такі метафоричный монтаж, где выкарыстоўваюцца вельмі выразныя вострыя типажи, выразныя вострыя ракурсы, і гэта, конечно, да, гэта вельмі энергичное, вельмі живое, вельмі моцное эмоцыйное кино. Хорошо, а если бы, смешно говорить, если бы не было готической традиции, не в этом дело. Как-то можно было совершенно по-другому решить эту историю. Она такая вполне себе революционная. Я предполагаю, что там тогдашние редакторы, если они существовали, были этой теме рады. Тут трэба сказаць вось што магчыма, і гэта ўжо цяпер даказваецца на працягу 10 гадоў, даказваюць, што такім ірацыянальным падмуркам савецкай культуры, савецкага нават сацыялістычнага рэалізму вось была готыка. Да, гэта цяпер даказваецца і паказваецца на прыкладах. Подождите. Социалистический реализм, в котором главным было показать не просто проблему, но и выход из этих сложных обстоятельств в любой сфере жизни, да? Положительного героя однозначно, без этого не могло существовать. Как потом шутили, борьба хорошего с лучшим. И готика с мистикой, с религиозными мотивами, с проклятиями. А як показаны у сацыялістычным рэалізме ворагі? А ворагі гэта заўжды... как враги показаны, да. Яны показаны як вот набор вот гэтых нечыстых звязаў. І ключавая постаць гэта постаць невіннай там камсамолкі, невіннага камуніста, які, да, невіннага пролетария. Вось карціна... Давайте возьмем хотя бы проститутку, да? Одна з першых. Хотя бы возьмем. Да. Як плакат проститутки. Один из первых белорусских фильмов. Да, некоторые лічаць нават первый, но першы, что гэта... Але першая была «Лесная быль». Вот, известный, фильм еще известен под названием «Жизнь убитая». Да. Галоўная героиня проститутка, якая, дзякуючы савецкай уладзе, дапамозе савецкай улады, яна становіцца вот паважаным сябрам грамадства. А вот гэтыя все притоны, яны там знішчаюцца. І плакат проституткі просто узорна-гатычны. Ёсць невінная кабета, якая на палову аголеная, і ёсць такі нэпман, які цягне да яе свае нечыстыя рукі. Ну, і в фильме гэта проявляется. Есть картина... Давайте вспомним еще, что над этим фильмом работал Виктор Шкловский. Ярчайшая фигура литератора 20 века русскоязычного. Субтитры складал. Да. Да. В некоторых справочниках пишут, что он один из авторов сценария. Еще я хочу добавить, что в социалистическом реализме же это же не реализм, это же такой некий идеальный мир, то есть это как должно быть. И там очень много мистики, веры в нечто лучшее, в этот рай на земле, в эти вот пантеон героев, святых, которые существуют. Да, это не о географии этих пионеров закатаваных и так далее. Это все присутнічае в социалистичном реализме. Але я хотел бы еще
одно не мой кіно сказаць да сацыялістычнага рэалізму, і там вось гэтыя гатычныя элементы прысутнічаюць толькі вот на іншым узроўні. Гэта карціна яго яснавельможнасць Рашаля, да, дзе расказваецца пра тое, як бундавец Гершлекерт спрабаваў забіць губернатара Валя, у яго не атрымалася, і ён быў пакараны смерцю. І в якасці невінных там выступае вот этот пролетарскі мас, і в прыватнасці Гершлекерт. Злыя сілы прадстаўлены адразу ў дзвюх асобах, гэта губернатар Валь і Равін. Прычым абедзве ролі выканаў адзін актёр Леонид Леонидов, які перад гэтым здымаўся ў карціне Тарыча «Крылы холопа». Карціна прызнана про Ивана Грозного, картина признана типовой гатычной стужкой. Такой давайте про нее немножко подробнее поговорим, потому что она, мне кажется, очень яркий фильм «Крылья холопа». Ну да, это такі кассовый был боевик, и дасюль вельмі цікава гэта все глядзіцца. Гэта карціна про жыццё ў часы Ивана Грознага, дзе галоўны герой, які там крылы прыдумвае, ён трапляе ў гэты палац Івана Грознага, і там сялякі шаленства гэтага Івана Грознага, які праяўляе свой дзікі нораў абсалютна, тым ліку і юрлівы нораў, ёсць юрлівая зноў-такі жонка Івана Грознага, ну і галоўны герой, ён невінны, якога врэшце рэшт гэты Грозны забівае. Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. В описании каждого эпизода ссылки на наши аккаунты на подкаст-платформах и в соцсетях. Готические мотивы всегда привлекали кинорежиссеров. Еще бы. Родовое проклятие, тайна, связанная со смертью, юная девушка, неизвестный злодей, которому противостоит герой. И если в традиционном кино действие происходит в доме, то в кино готическом в закрытом от людских глаз полуразрушенном замке. Вместо вздохов тут раздаются стоны, а вместо нежного бриза завывает ветер. Андрей, окажись ты в 30-м году в Ленинграде на студии Белгоскино. Ты бы что снимал? Почему в 30-м? Может, раньше? В 20-м? Ну, давай в 25-м договоримся, в 20-м. Нет, тогда же был широкий спектр жанровый. И большое производство довольно было. И были же частные компании вот эти... фильм же был про почти массакра. Под каким бы ты подписался из того времени? Сценарий Луначарского «Медвежья свадьба». Вот был первый. «Медвежья свадьба». Да. Потом я снял ремейк, можно сказать, этого фильма. «Крылья холопа» мне очень нравится, да, потому что там уже такой... И Эйзенштейн часть оттуда взял, мне кажется. Да, ён шмат взял. Да. И, по-моему, наше взял из его яснавельможности, там Равин, и эти тени с бородой. А как твой замысел массакра, коль скоро мы об этом начали говорить? «Медвежья свадьба» связана с «Медвежьей свадьбой», я думаю. С Мэри Мэй это больше связано с некой вот историей, которая была на Литве. А она была в районе Лынтупа. Я потом там делал несколько хронотоповских своих фестивалей. И там вот Брама Локиса есть, и местные верят в эту историю, что его сожгли потом. И тебя мистическая сторона этой истории интересовала? Мне интересовал, во-первых, и жанр. Мне интересно было поработать с жанром, таким вот готическим материалом тоже. И это было и свое, и в то же время международное. Тогда жанр еще, к сожалению, это было раньше. Вот жанр, он вошел в 10-й уже в популярность. Я немножко предвосхитил время и немножко не попал поэтому в зрительское ожидание. И еще не было, к сожалению, тогда еще так развита компьютерная графика. Сложно было сделать ее дешево и много. Я думаю, что тоже еще связано с одной стороны, с подростковой аудиторией, потому что для них это самый интересный, мне кажется, жанр. Потому что это все-таки детское сознание готическое. Это маленький ребенок, который окружен непонятным миром. Твоя дочка «Массакру» посмотрела, когда ей было сколько лет? Я не знаю, сколько лет. Может, она... И не смотрела? Я там говорю 18+, но она втихаря посмотрела, конечно. Но именно их увлекает именно эстетика, вот опять готическая. Потому что что-то страшное, тайное, мистическое. Это как страшные сказки, которые необходимы для того, чтобы гармонично формировалась психика ребенка, мне кажется. Страшные сказки, что тоже готика. Народный детский фольклор, так сказать.
А у нас же в белорусском кино сказки были с этими хотя бы внешними проявлениями готическими. Да. «Город мастеров» знаменитый, да, Бычкова. Конечно, потому что есть город, який захоплены злым герцагам, вот это замкнёная тэрыторыя. Ёсць абсалютна негоднікі гэты герцаг і ягонае асяроддзе, прычым нават яна фізічна адрозніваецца ад іншых. Ёсць невінная кабета, галоўная гераіня, якую спрабуе зрабіць сваёй жонкай вось гэты герцаг. Ёсць герой, які двайнік гэтага герцага, таму што яны абодва гарбаты. Яны абодва гарбаты. І прастора яна рассекаецца вот плоскасцямі такімі, вот, аб'ёмнымі персонажи. Кино, сценография кино самого, да, фильма. І гэта паўтор абсалютна таго, што было зроблена яшчэ в яго яснавельможнасці, дзе прастора рассекаецца вот гэтымі плоскасцямі, які кантралююць вось гэтыя злыя сілы. Да, я вам скажу больш, нават у Нечаева, такого сонечнага, радаснага і светлага, мы можам знайсці гатычныя элементы. Вось, прададзены смех, гэта зразумела, гэта хлопчык прадае свой смех д'ябру. Речь идет про режиссера Леонида Нечаева, его фильм «Проданный смех», снятый у нас на студии. Да, у нас на студии. Але калі мы возьмем нават іншыя карціны ягоны, то там прысутнічаюць гэтыя нечыстыя звязы, там прыгод пра чырвоную шапачку. Тоўсты худы воўк, які прасякнуты ненавісцю, на там перапранаюцца у дам, каго заўгодна, вось такая нечыстая парачка такая. Альбо прыгоды Бураціна, Ліса Аліса, кот Базіліо, Дуримара Карабас і пакута Бураціна, якога там вешаюць. У 20-е гады, калі друкавалі гэты прыгоды Бураціна, то там былі такія страшныя сцэны, дзе... Ілюстрацыямі. Да, з ілюстрацыямі. І гэтыя ілюстрацыі цяпер вот в гэтых навуковых кнігах пра готыку, яны ідуць як тыповыя прыклады готыкі. А вось белорусским кино вообще оно проявилось вот так. Тут надо, чтобы мы не сбили все-таки слушателей и зрителей, чтобы они готику не воспринимали как этот вот стиль архитектурный, готический, или вот ту традицию внешне ты имеешь в виду характеристики. То есть мы имеем в виду готика, это все-таки территория некого страха, неизвестного, мистического. Город, может быть, вот две картины, какие мы все ведаем и любим, это «Листы до живых» и «Усходний коридор». Фильмы Виноградова. Валентина Виноградова, да. Где город – гэта гатычная прастора, лабірынты гораду, і ёсць невіннасць, якая выпрабоўваецца в гэтым страшным акупаваным горадам. И Франц Кафка такой там. Кафка, абсолютно, да. Это страшные такие ракурсы, это турмы, это визницы. Но если еще вернуться к сказке, еще сказать, и вспомнить Владимира Пропа, который говорит, что суть сказки, вот морфология сказки волшебной, или его книга «История волшебной сказки». Вся сказка – это ритуал инициации, это перехода в другой статус через мир мертвых. И все тело сказки, все содержание, все в центре, что находится, это мир мертвых. Это очень страшно, если так подумать, мир бессознательного, мир каких-то комплексов, мир мифологических архетипов. И это с виду она как бы такая солнечная, а в солнечной сказке тоже лежит внутри мир мертвых, мир подсознания. Поэтому в конце сказки вначале обливают мертвой водой, чтобы он умер окончательно, а потом живой воскресает его к новой жизни в другом статусе уже. Поэтому в любой сказке это уже она готическое сознание зашифровано уже, как ни крути. Тут яшчэ как бы спрацоўвае контраст паміж рознымі конфессиями. Ну, если говорить про Пропа, это вообще антропология, это языческое еще тоже сознание. Это сознание вообще любого человека. То есть ритуал инициации. Перехода из одного статуса в другой. Ну, і ў готыцы гэты пераход, ён заблытаны, ён максимально заблытаны, там гэта лабірынтавая, атрымліваецца такая структура вельмі такая складаная. Ну, что касается религиозного сознания, мне кажется, есть очень яркий один из вообще шедевр, я считаю, фильм «Мать Иоанна от ангелов» Кавалеровича, который наши зрители знают, потому что, по-моему, он выходил в советский прокат. Может быть, да. Выходил. І паказальна, што гэта карціна з'явілася ў Польшы, каталіцкай краіне. А готыка ў каталіцкіх краінах з'яўляецца, калі альбо слабее касцёл, альбо маецца канфронтацыя касцёла і дзяржавы. І вот ён выйшаў менавіта ў час, калі была максімальна вельмі напружанне было паміж дзяржавай і касцёлам, калі дзяржава змагалася за гісторыю з касцёлам. І вот Кавалерович, ён пісаўся вот эту канфронтацыю.
і маці Яна Данёлаў, дзе дзень адбываецца ў кляштары, якім адбылося вот такое апантанне д'яблам всего кляштара на чале з маткай Яны. Женскі манастыр. І гэта абсалютна шэдэвр польскага кіно, але акрамя гэтага эту карціну рэгулярна ўвесь час записываюць хорроры в даведніках. Ну, абсолютно правильно записывают. Ну и плюс, что, как говорил мне лично Виноградов, что самые большие воздействия на его фильмы оказались именно фильмы послевоенные польские. Это и Кавалерович, и Гофман, и Вайда. И тут яшчэ такі фокус ёсць. Справа ў тым, што польская даследчыца Марыя Янёўна гаварыла, што романтызм у польскай культуры, ён фактычна в той ці іншай ступені прысутнічаў да 80-х гадоў 20-го стагоддзя. І гэты романтызм, ён пры гэтым яшчэ паглынуў готыку, ён скарыстаў ейныя элементы для ўласных мэтаў. Напрыклад, калі напісала пра польскую культуру, яна брала ў якасці прыкладаў там Дракула, разглядала цялякіх такіх кашмарных персонажаў гатычных, і гэта все як для тлумачэння романтызму. У беларускай сітуацыі іншая. Наоборот. У нас готыка паглынула романтызм і выступае пад выглядам романтызма. Але гэта розныя рэчы. У романтыцы ёсць... Нет, романтизм как бы поглотил готику в белорусском кино. Нет, у беларускім кіно готыка паглынула романтызм. Ну-ка. У нас Караткевич у нас не романтык, ён готык. Ён как бы лічыцца романтыкам. Але на маю думку... Ты растлумачь розніцу, о чым ты кажаш. Готыка – гэта замкнёная прастора, як правіла. Вы можете рухацца альбо ўверх, альбо ўніз. І ключавая адрозненне, ключавая супярэчнасць паміж невіннасцю і паміж нейкім грахом, вот нечыстасцю. У романтыцы галоўнае супрацьпастаўленне – гэта свабода, не свабода. І прастора з'яўляецца адкрытай той ці іншай. Ну, лесная быль это вот про это. Яна адкрытая, да, яна адкрытая прастора. Так же Христос приземлился в Городне. Да. А у готыцы, калі адкрытая прастора з'яўляецца, яна варожая будзе, яна будзе абсалютна небяспечная, як Франкенштайне. Там такая вот ледяная такая... Ну, оккупированная территория. Да, оккупованная, захопленная территория. И у беларускай культуры вось гэтыя гатычныя элементы, яны вельмі моцныя. Іх называюць романтычнымі. Напрыклад, Салав'я Бядулі называлі романтыкай. Але ён сам піша, калі Салавей, дзе дзеянне адбываецца у палацы, дзе феадал збірае дзяўчаты, галоўныя героі Салав'я, для свайго тэатра. І там катуе іх сяляк. Бядуля опісвае гэты палац для пастаноўкі, для п'есы, што гэта гатычны палац. Это гатычны палац. І была пастаноўка 30-х гадоў, 37-го года, Салавей, Аршанска, ну, неўдалая стужка, но там таксама гэтыя гатычныя элементы прысутнічаюць. Вось. Ну, потым, да, как бы ёсць там адкрытая прастора, там бунт, падпал гэтага палаца і гэтак далей, но гэта ўжо такі выхад в романтыку. Але цэнтр, ядро – гэта такія гатычныя штучкі. А в 60-е и в 70-е мы с вами говорили на Беларусь-фильме, там Иосиф Шульман много работал, режиссер. Был фильм «Ятринская ведьма», который по сюжету, ну, просто иллюстрация всех этих мотивов готических. Да, ну, гэта вельмі цікавая постаць. Ён здымаў такія абсолютно прававерныя сацыялістычныя карціны, але пры гэтым там вельмі моцны гатычны складнік, вельмі дзіўна гэта. Там же ученик Эйзенштейна был. Не, про это я не знаю, но то, что о нем имеет смысл вспомнить, что человеком он был мужественным, участник войны с очень серьезными орденами, раненый. Его сын работал, кстати, Виктор Шульман работал вторым режиссером на Беларусь-фильме как раз в тот самый период, когда вторым работал там Юрий Оксанченко, Валерий Рыбарев, которого мы вспоминали. То есть вот этот институт вторых режиссеров, ассистентов был очень мощным на киностудии, очень мощным. Ну и когда Виктор Шульман решил эмигрировать, а он был женат на японке, такой почти экзотический брак такой существовал, еврей женился на японке. Сын Шульмана. Да, и когда они эмигрировали, то Иосифа Шульмана лишили всех орденов, гнобили на партийных собраниях, запретили работать. Ну, это такие были очень драматические обстоятельства его жизни, мне кажется. Это было до 80-го года, еще конец 70-х. Да, і Шульман, вот яго якраз вот гэтыя гатычныя элементы прысутнічаюць. Па-першае, ён вельмі любіў здымаць карціны пра жанчын. Гэта жанчыны галоўныя гераіні яго. Готыка – гэта в значнай ступені жаночы жанр. Там жанчыны, як правіла, невінная постаць, невінны герой. Вось карціна з такім дурацкай назвай «Шчасце трэба берагчы», хаця там сцэнарый
гітарыст Макаёнак. И картина такая получилась, извини. А іншая карціна, куды больш паказальная, это «Чужое імя». Шульман. Дальше гэта быў кассовый такі баевик. 18,7 миллионов гледачоў было ў гэтай Да, почти карціне. 19 миллионов. И давайте вспомним, что снимал его оператор Авдеев, умер несколько недель назад, да, прожив очень долго, больше 90 лет ему было, когда он ушел. Олег Тихонович Авдеев. И снята, кстати, она очень приличная, эта картина. Так. События фильма разворачиваются в нескольких временных плоскостях, начиная с дня сегодняшним. Героиня, потерявшая мужа во время войны, узнает, что он жив, но при встрече выясняется, что это не он. После расследования мы узнаем, что псевдогерой не предатель, как может показаться, а наоборот совершил подвиг, хотя и присвоил чужое имя. Это, дальше, одна з першых спроб детектива белорусского. Может, поэтому у него такой рейтинг был высокий. Но тут побеждает соцреализм. Да, тут потому что все реализм. Да, все заканчивается как восстановлением справедливости. Але як? Галоўнаму герою спачатку нацысты даюць другое імя, а потым савецкая ўлада гэта імя пацвярджае. То есть ён застаецца героем под чужым імём. Вось абсолютно парадоксальная ситуация. Вот это двойник такой, он становится двойником іншага человека. А скажите мне в связи с этим вот о чем. Так прочитать, увидеть эту многослойность. Но не каждый зритель, во-первых, может и должен ли, и, во-вторых, а вот каждый ли зритель уложит вот какие-то сюжетные ходы, структуру кино, кроме внешних обстоятельств, мы с вами говорили, да, лабиринты, дворцы, темнота, там, тюрьмы и так далее, и так далее. Вот на сюжетном уровне как прочитать это абсолютно до конца? И думал ли об этом сам Шульман, когда снимал это кино? Мне складана сказать, что думал Шульман, але то, что он ориентовался на максимально популярный жанр, это так. А один из самых популярных жанров, это такая, она присутничала в культуре праз, могла ускосно присутничать, там у нас не прикладали особливо этой готычной творы, але яны... Гофмана ты переводили. Да, але, прабачьте, гэта годакая, она прайшла праз рускую литературу, праз Пушкина, Достоевский, які просто зачитывался в дзяцінстве Анны Радклифф. И вот так ускосно это все прайшло. Потому что, калі глядзець таго Шульмана, там абсолютно некие такие готычныя штуки, яны выплываюць. Я вам больше скажу. В экранизациях Быкова и увогуле быковских творах можно знайсці готычны элемент. У Быкова, как правило, есть невинность, как правило, санитарка. Есть проклятая простора, звычайно проклятая вышыня. Вось. І прастора застаецца замкнёнай ці варожай. Вот там яго батальён, карпавучая зграя. Вот заўжды праклятая вышыня і зло на самым версе. Невінныя героі, а дакладней гераіні, там санітарка, радыстка, невіннае дзіця, якое трэба выратаваць. Карціна, напрыклад, дзе героі трапляюць у нейкі замкнёны стары дом, дзе на версе хаваецца нейкая таямніца знаходзіцца на гарышчы. Потым у гэты дом прыязджаюць іншыя персонажы, які таксама са сваімі таямніцамі, і ладзяцца такія нейкія разборкі ў гэтым доме, хто невінны, хто не невінны, хто вінаваты, хто не вінаваты. А пад раніцу гэты дом-палац атакуецца зданнямі з мінулага, і выжываюць толькі некалькі чалавек. Гэта не стары цёмны дом, гэта не ноч жывых мертвякоў. Дарэчы, зомбі-кіно гэта такая перавернутая сітуацыя готыкі, дзе весь свет пракляты, толькі одна тэрыторыя засталася, там дом нейкі. Это фильм Александра Карпова. Да, Карпова, гэта «Доўгія вёрсты вайны», 3-я серия, прычым арыгінальны сцэнар Быкова. Да. А в якасці тайны гэта дезертир, які хаваўся на гарышчы, і гэта апошні дзень вайны. Немец-дезертир, который потом встречается сюжетно и с пленным, взятым под стражу советским офицером, который тоже в какой-то момент... испугался. Есть, конечно, там есть эта невинная санитарка, центральная постать такой невинности. И, конечно же, гене. Абсолютно готычные штуки. И... в тумане-то есть. А в тумане, да. Здаецца, да, «Открытая простора». В тумане это фильм по Быкову Сергея Лазницы. Сергей Лазницы. Ёсць, здаецца, «Открытая простора», а нічога падобнага. Там простора заўжды замкнёная. Гэта героі ходзяць па коле, героі ходзяць у лесе таксама колам, і камера ездзіць просто колам. Там першая сцэна, якая доўгая сцэна, знятая адным адзіночным кадрам, і яны знаходзяцца в тумане, простора,
Яны паглынаюцца гэтай вот такой непэўнай прасторай. Вось. На чорных лядах, значит, таксама паводле Быкова, дзе слуцкія паўстанцы схоплены, і каб абараніць сваіх блізкіх, яны мусяць забіць сябе, ну, мусяць закапацца в землю. То есть там рух альбо вверх, альбо вниз, пытанне невіннасці. Ну і на пачатку ўвогуле просто гатычная прастора, вот гэта турма, дзе знаходзяцца героі, а в фінале яма, в якую яны просто закапываюцца героі і гінуць. То есть рух альбо вверх, альбо вниз. А горизонтальный рух немагчымы, потому что все захоплено, все чужая территория уже стала. То есть ты сводишь к тому, что, исходя из литературы и экранизации, что вот эта матрица готическая, она уже в белорусской мировоззрении существует. Так, а коли взять позднего Быкова, там просто чистая готика. Там до героя приходит труп человека, якого ён ненавидел, каже, мы будем жить разом. Ну что это? Ну это такая вот... Это готика такого уже 19-го стагодия с гэтыми такими кошмарами там Эдгара По и... Вось это все у Быкова присутничает. Позднего. И все это от психического сознания, от религиозного сознания, от человеческой природы. Да. От глубин, скажем так. И некая еще ситуация, может быть, вообще... адчування грамадскага, социального. Ну, например, в сучасной литературе у Глобуса много готического. Это страшные сказки. Ну, да, но тут крыху іншае. Ну, постмодернистская же такая. Да, тут іранічнае такое перасэнсаванне, але таксама прысутнічае. Готика жила, жива и будет жить. Будет жить, так. Не, ну мы закончим тем, что в основе вот белорусской матрицы лежит готика. Вот эта территория оккупации чужой земли, многоконфессиональности, какой-то скрытой жизни, ховайся в бульбу, в лес, партизанское мышление, партизанская ментальность, вот это абсолютно готическое сознание. То есть человек в враждебной атмосфере находится. Пороговое, лімінальнае сознание. Дальше лімінальнасць гэта ключавая рыса готыкі. Вот некаторыя даследчыцы накажуць, ёсць 3 элементы там. Это лімінальнасць, это вот стан, калі размываюцца, размываюцца межы паміж светам жывых, паміж светам памерлых, паміж жывым і нежывым, паміж пачварамі і людзьмі, паміж жывёламі і людзьмі. І другі момант гэта некае такое варварства, барбарызм, вот некий такі вот выхад інстынктаў таких абсолютно дзікіх можа быць. Ну і гэта некае крыццё, гэта вандроўка ў глыбіні душы. Вы врэшце рэшт штосьці адкрываеце, вы дазнаецеся штосьці пра сябе. То есть это еще некая внутренняя вандроўка. Которая не всегда счастливым открытием заканчивается. Яна может быть завершится вельми кепска. Ну, это трансгрессивный опыт еще. Да. Ну, территория вот этой сказки проповской, абсолютно. Ну, я адразу скажу, 10 жыццёў мядзведзя, там элементы гатычныя, конечно, выкарыстоўваюцца. Андрей, ты же там же, по-моему, свядома гэта выкарыстоўваў. Ну, так. Ну, и в моей фильме «Оккупация» тоже готическое сознание. Там серия ритуалов, которые идут по кругу бесконечно. И сама замкнутая структура тоже. Да. А калі мы маем адкрытую прастору наварожжа, снег, як правіла, снег. Франкенштайн, да, ён пачынаецца з таго, што ёсць снег, по якому кацяцца сані з пачварай. Это варожая, некая такая незразумелая ситуация. И вот тут калі ласка. Я делал, кстати, еще начиная с учебных работ, у меня были по Сологубу, по Федору Кузьмину, это были готические тоже. Вот я хотела вспомнить эти первые готические новеллы. Ну и такая тоже похожая была ситуация и в 90-е годы, может быть, с Серебряным веком, когда готикой тоже увлекались декаденты. В 90-е гады ў Беларусі з'явіліся карціны, дзе готыка і хоррор яны прысутнічалі вельмі моцна. Беларусь была просто месцам здымак, гэта Прага жарсці, ну, по-руску «Жажда страсти» Харитонова, экранізацыя, да? Абсолютно такая декадэнцкая гатычная гісторыя. Але, напрыклад, у Беларусі здымалася карціна «Паклоннік» пра дзяўчынку, якую пераследуе маньяк. И ключевая сцена фильма здымалася на вежы, вот этой вокзальной вежы с годинником. В Минске. Да, в Минску, где девчинка и тата девчинки как бы змагаются с маньяком вот на этой веже. То есть белорусская архитектура стала архитектурой готычной истории. Как бы Минск – это город, где разгортываются готычные истории. Ну что, остается ждать твоего следующего фильма, Андрей, чтобы было о чем Андрей поговорить. тоже режиссер, он тоже, кстати, может снять фильм. Ну, еще хотел бы отметить, что вот в чем приятно с Андреем общаться, что он не просто
кинокритик, как говорят. Он еще и киноантрополог, и кинофилософ, и кинотеоретик еще, чего у нас не хватает очень сильно в нашей кинокультуре. А скажи мне, когда ты работаешь или начинаешь работать над каким-то фильмом, когда каким-то образом формируется замысел, когда ты этот замысел сначала выкладываешь на бумагу и так далее, тебе нужен такой человек, который будет стоять рядом, ну, условно говоря, рядом? Ну, рядом лучше не надо. Не, ну, как консультант или как какой-то элемент. Ну, Дело не в том, как что... цензор, конечно. Нет, то, что много Андрей рассказывает, это то, что автор и сам не догадывался. Такая вот Ну, вот я про это герменевтика, то есть такой анализ, то, что бессознательно существует и в культуре, и в мировоззрении самого автора. И это тоже очень интересно, потому что художник же транслирует бессознательно многие вещи интуитивно. Поэтому он не может так... Большую часть, мне даже Конечно, кажется. он не может теоретизировать, откуда это взялось. И поэтому некоторая ирония по поводу того, что критики находят то, чего в кино нет, неуместна. Это нормально, потому что это и есть такая вот киногерменевтика, когда ты разбираешь с разных позиций, с разных хронотопов эту историю, которую увидел. Так что спасибо большое, Андрей, что пришли. Дякую вам. Спасибо. Открыли нам двери в готику, приоткрыли. Дякую вам. Вельми цікаво было. Спасибо. Это был подкаст «Поставили, сняли». Мы, я, Ирина Демьянова и Андрей Кудиненко, разговаривали с Андреем Росинским. Спасибо большое, Андрей, что вы были сегодня с нами. И мы попробовали поразмышлять о готических мотивах в белорусском кино. Спасибо. Всем до встречи. Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, анимации, фотографии, музыки, театра. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!